Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 75 копеек, евро 70 рублей 53 копейки. Американскую валюту, по данным сайта банки.ру, выгоднее всего в Якутске покупает Россельхозбанк за 63 рубля 65 копеек. Лучший курс продажи установлен в Азиатско-Тихоокеанском банке. Это 64 рубля 13 копеек. Евро выгоднее всего покупает Россельхозбанк за 70 рублей 53 копейки. А продает Восточный банк за 71 рубль 5 копеек. И в продолжении экономических тем Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Так, например, доходы бюджета страны в 2020 году прогнозируются на уровне более 20 триллионов рублей. Расходы в абсолютном выражении составят в следующем году чуть больше 19,5 триллионов рублей. Бюджет сбалансирован и застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти, пояснил ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Устойчивость бюджетной системы значительно возросла, и это позволяет уверенно говорить о выполнении всех взятых на себя обязательств, говорил в свою очередь глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Президент России Владимир Путин обсудил проект по добыче палладия в Арктике с главой компании «Группа Альянс» и «Русская платина» Мусой Бажаевым накануне в Москве. По его словам, они подписали соглашение о создании совместного предприятия под названием «Арктик Палладий» в Норильском промышленном регионе. По оценкам Бажаева, производственный потенциал проекта 120 тонн в год. Это почти 6 тысяч рабочих мест и 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно для России и для этого региона. 4500 тонн будет запаса металлоплатиновой группы, 120 тонн – это потенциал производства в год. 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно и для России, и для этого региона. Это увеличение грузопотока по Северному морскому пути и значительное наращивание экспортного потенциала Российской Федерации. Создание СП приведет к тому, что Российская Федерация будет производить это займет первое место в мире по производству металлоплатиновой группы. Перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на следующий год расширен на 25 маршрутов до 176. Кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, которое состоялось накануне. Расширение программы субсидирования пассажирских перевозок в Дальневосточном округе из разных регионов страны на 2020 год. Такой документ я подписал. Напомню, сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. То есть это означает, что транспортная доступность для дальневосточников она будет выше. Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%. Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года. Время платить налоги. До 2 декабря текущего года все должники должны оплатить налоги на имущество, в том числе налог на имущество физических лиц, земельные и транспортные налоги. К слову, форма налогового уведомления стала более упрощенной. В конвертах нет квитанций, к которым все-таки привыкли. Теперь само уведомление содержит реквизиты для оплаты налогов и QR и штрих-коды, с помощью которых удобно платить налог через банковские терминалы и мобильные устройства. И если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.
Но при этом налогоплательщику надо обратить внимание, если объекты не указаны, это в связи с льготой или в связи с тем, что отсутствуют какие-то сведения. И налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспекцию, уточнить эти сведения. Уведомления направлены двумя способами, как и раньше. Это в личный кабинет налогоплательщика физического лица и через почтовое отделение. В Пенсионном фонде России заявили, что неиспользованные средства мат-капитала будут проиндексированы. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, я тебя приветствую. А когда это будет сделано? Настя, все граждане, не использующие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшихся средств с 1 января 2020 года. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Крупные российские и зарубежные компании проявляют интерес к строительству моста через реку Лену. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. В списках потенциальных партнеров находятся крупнейшие госкорпорации, финансовые институты Российской Федерации и крупнейшие иностранные компании. Эти консорциумы готовы реализовать проект в частной концессионной инициативе. Напомним, ранее стало известно, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии вошел в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Конечно же, то, что на сегодняшний день огромная территория Якутии, она находится вне зоны круглогодичного дорожного сообщения. Вот в осенний период, весенний период это уже абсолютно серьезный тормоз для социально-экономического развития республики. И, конечно же, этот мост нужен не только городу Якутску, он на самом деле нужен и всей Западной Якутии. Это на самом деле связующее звено между федеральными дорогами Лена, Колыма, Вилюй. И уверен, что и для президента этот аргумент тоже был очень важен, что как раз впервые в истории у нас от Мирного до Магадана в случае строительства Ленского моста, в случае строительства мостов через Вилюй и через Алдан мы сможем получить круглогодичное дорожное движение, ну и с возможностью потом уже выхода от Мирного на Иркутскую область. В этом случае впервые страна получит вот такой выход на Тихий океан, не вдоль южной границы страны вот, российско-китайской, а уже достаточно вот по, скажем так, называемому северному широтному ходу. Мост через реку Лену сможет пропускать более 6 тысяч автомобилей в сутки в 2044 году. Длина основного моста составит 3121 погонный метр. Длина автодорожных подходов к мосту составит около 11 километров. Об этом сообщили в Департаменте социально-экономических исследований научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры. Отметим, что институт выполнил заказ правительства Якутии и создал транспортную модель проекта строительства. Стоимость по предварительным расчетам составляет 83 миллиарда рублей. Агентство по развитию человеческого капитала, которое сейчас обеспечивает квалифицированными кадрами регионы Дальнего Востока, начнет полноформатную работу в Арктике с 2020 года. Агентство будет прогнозировать потребность в кадрах для арктических проектов. Кроме того, агентство вместе с регионами будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов для Арктики, в том числе по пересмотру квот на обучение. План на 2019 год по программе расселения из аварийного жилья полностью выполнили в Якутии. В числе регионов, которые выполнили планы по переселению, также Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Кемеровская и Тюменская области. В новое жилье переехали почти 25 тысяч человек. Расселение граждан из аварийного жилья ведется по федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, который входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,5 миллионов квадратных метров, а число переселенных граждан – более 500 тысяч человек. Первые 104 якутян, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получат компенсационные выплаты. Положительное решение по выплате компенсации было принято по 56 проблемным домам в 8 регионах страны. Помимо компенсационных выплат, проблемы пострадавших могут быть решены путем завершения недостроенных объектов.
Якутия предлагает одну из наиболее высоких зарплат инженерам. В целом работодатели Дальнего Востока нуждаются в более чем 90 тысячах инженеров. Так, наиболее высокооплачиваемые вакансии для специалистов инженерных профессий открыты в Магаданской области, Забайкальском крае и Якутии. Средние цифры по этим регионам для инженерных специальностей – 138 тысяч, 116 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Всего специалистов в области инженерного дела, технологии и технических наук ждут на предприятиях в каждом из 11 регионов Дальнего Востока. Якутская птицефабрика была отобрана одним из 5 первых предприятий в республике для участия с 2020 года в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках проекта на предприятии реализуется комплекс мер по повышению производительности труда. Ведется оптимизация производственных процессов, внедрение инструментов бережливого производства и мотивации персонала, а также обучение руководящего звена и сотрудников. Отметим, что в год предприятие производит около 60 миллионов яиц. С расчетом реконструкции и открытия новых промышленных цехов объем производства яиц должен увеличиться до 100 миллионов яиц в год. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Настя, тебе слово. Нургуяна, большое спасибо. Это был экономический обзор от Нургуяны Ивановой. А мы продолжаем наш выпуск. 76 социально значимых объектов в 7 районах республики за месяц подключила к высокоскоростному интернету группа компании «Эксперт». Предприятие выступило подрядчиком компании «Дозор Телепорт». Все работы завершились в минувшую пятницу. Подключены учреждения среднего профобразования, ФАПы, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления. Единый государственный экзамен начнут сдавать онлайн. Пока новый метод применяют только на сдаче экзаменов по информатике. Задания придут через интернет по закрытому зашифрованному каналу, сообщил глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. Когда ЕГЭ уйдет в сеть полностью и какие еще изменения ожидают будущих выпускников, расскажет Саргалана Захарова. Саргалана, я тебя приветствую и передаю тебе слово. Здравствуй, Настя. Единый госэкзамен – самое волнующее испытание для всех выпускников, а вместе с ними этот стресс переживают как родители, так и учителя. Более того, нужно все время держать руку на пульсе, ведь изменения в формате экзаменов и в их оценке происходят каждый год. Есть мелкие, касающиеся отдельных заданий, а бывают и серьезные. Об этом поговорим далее. В прошлом году единый госэкзамен сдали порядка 90 тысяч российских школьников. Результаты неплохие, говорят в Минпросвещении России. Количество 100-бальников возросло на 14%. Люди привыкают к экзаменам, и подготовка к ним уже более эффективна. Однако не успели учителя и школьники, и родители свыкнуться с одним форматом. В Рособорнадзоре готовят уже другой. В результате в ЕГЭ-2020 останутся без изменений задания по 6 предметам, в том числе и по обязательному математике. А вот в другой обязаловке в русском языке преображения последуют. Правда, незначительные. Будущие выпускники и учителям стоит просмотреть демо-версии заданий. Произошли изменения структуры, а также уточнены критерии оценивания ответов. Свериться стоит и с примерами по 5 другим предметам. Но одно из главных нововведений предстоит испытать выпускникам, сдающим информатику. Содержание останется прежним, но будет проходить в онлайн-формате. Таким образом, в Рособорнадзоре решили опробовать новый метод сдачи ЕГЭ. Готовились к онлайн-сдаче основательно в течение 4 лет, но на этом пока не все. Введение нового метода состоит в плане только в перспективе 2 лет. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, необходимо быть уверенным на 100%, что технология не будет давать сбоев. Один из первых шагов в этом направлении – передача заданий через интернет. Специально для этого сделали закрытый зашифрованный канал. Им воспользуются уже в ЕГЭ-2020. Однако принять участие в эксперименте смогут не все, только часть регионов России. Другой вопрос, который волнует россиян даже больше, чем онлайн-формат экзаменов – включение иностранного языка в список обязательных предметов. Мнения здесь разделились.
Министерство просвещения России дали пояснение по этому поводу. Знание иностранного языка – это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования. И, конечно, важно обеспечить как возможность качественного изучения иностранного во всех школах страны, так и сам процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому языку. Родители и учителя настроены менее позитивно. Многие считают, что введение иностранного языка в число обязательных к сдаче предметов приведет к повышению и без того большой нагрузки на ребенка в школе. Придется жертвовать другими предметами, а это повлечет за собой снижение успеваемости. Другая проблема – отсутствие квалифицированных кадров учителей иностранных языков. В некоторых школах их в помине нет. Решение принято. Минпросвещение не будет отменять предмет, остается только готовиться. Сдавать начнут иностранные языки с 2022 года. В Федеральном институте педагогических измерений уже указали на слабые стороны учеников на основе прошедших экзаменов. Так лучше всего выпускники справляются с аудированием и чтением. Этот показатель выше во всех 4 языках, по которым сдают ЕГЭ. В исследовании не приводится пример сдачи китайского, так как он является новичком среди предметов. Стабильно хороший процент выполнения по лексике и грамматике, проблемное письмо и устная часть. В среднем только 60% учеников справляются с этими заданиями. В 2022 году их планируют сохранить, более того, уделить особое внимание. Как подчеркнул Сергей Кравцов, хочется, чтобы ребята умели не только читать, но и общаться на языке. Поспешу успокоить родителей и учеников. Введение этой обязаловки в 9 классе пока не предусматривается. Тем не менее, лучше начать готовиться заранее или, по крайней мере, определиться, в каком формате сдавать предмет. Так же, как и в математике, его планируют разделить на 2 уровня – базовый и профильный. Отмечу, что главная цель ЕГЭ, как указано на официальном сайте, это проверка знаний и снижение психологической нагрузки на учеников. Результаты ЕГЭ засчитывают одновременно как итоги школьной аттестации и вступительные испытания в учебные заведения. 2 в 1. Однако результаты опросов доказывают, что пока окончательного доверия к системе еще нет. Опрос провела Общественная палата России. В нем приняли участие 85 тысяч реципиентов. Люди давали сразу по несколько ответов. Так, почти 60% опрошенных считают, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний. 44% снижает качество образования, 30% считают, что ЕГЭ уравнивает шансы при поступлении в вузы, 16% пресекает возможность коррупции при поступлении, и только 20% опрошенных говорят, что ЕГЭ справедливо проверяет знания. Как говорится, сколько людей, столько и мнений, но ЕГЭ сдавать придется. И с другой стороны, одна из задач все-таки достигнута полностью. Это упрощение процедуры при поступлении в учебные заведения. Экзамен единый, не нужно пересдавать одни и те же предметы по нескольку раз, а то, что происходят изменения, можно оправдать тем, что мир не стоит на месте, и даже экзамены должны совершенствоваться. У меня на этом все. Анастасия. Светлана, большое спасибо, а мы продолжаем наш выпуск. Теперь, чтобы сесть за руль, нужно доказать, что ты не алкоголик и не наркоман. Уже в эту пятницу, 22 ноября, заработает утвержденный приказом Минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Получить медицинскую справку станет сложнее и дороже. Напомним, что водительская справка нужна кандидатам в водители, чтобы начать обучение, действующим же водителям, чтобы получить новые права. Если автолюбитель не попадался в нетрезвом виде за рулем и не отказывался от медосвидетельствования, то эту справку нужно брать раз в 10 лет, чтобы поменять права по истечении их срока действия. Теперь же водителям придется чаще бывать у врача и сдавать анализы.
Кроме того, в ГИБДД поддержали идею о выдаче прав несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения. По словам главы госавтоинспекции Михаила Черникова, идея заключается в том, чтобы подросток изучал ПДД не 3 месяца, а гораздо дольше, например, до 14 лет в отрядах юных инспекторов движения, затем в юношеских автошколах. Ранее стало известно, что в ГИБДД к 2024 году планируют создать в стране 41 тысячу отрядов юных инспекторов движения, а число вовлеченных в них детей и подростков довести до 500 тысяч. Африканские страсти в подмосковном суде. Гражданин Анголы и его теща не могут поделить ребенка. Сейчас 9-летний мальчик проживает с отцом, но на воспитание внука претендует бабушка. Михаил Ракицкий расскажет, почему возник семейный конфликт. Ажео Боржеш привык к жаркой погоде. Вот и сегодня решил, очевидно, накалить обстановку до предела. Бросался на камеру, угрожал и кричал. Я вам это предупреждаю. Вас же просят. Это второй раз предупредил. В холодный российский суд гражданин Анголы был вынужден явиться после иска, которое подала его теща. Галина Корнюшкина намерена забрать у Ажео собственного внука. На то, по словам женщины, есть причины. Избиение ребенка – это издевательство над ним. Ребенок стал замкнутым, невеселым. Он вообще психологически подавлен и находится в таком стрессе. Стал плохо учиться. На уроках он, я не знаю, там о чем думает, он не слышит учителя. Сейчас Даниэлю 9 лет. Его родители познакомились, когда были студентами. Боржеш учился в России. После рождения мальчика пара распалась. Анжео уехал в Африку, когда закончилась виза. Общался с сыном по скайпу, но кроме звонков ничего. Мама Даниэля умерла от онкологии. Его воспитанием занялась бабушка. От папы несколько лет не было никакой помощи, но 2 года назад он вернулся и забрал ребенка. Теперь мальчика делят через суд. Если вы переходите грань, я тоже могу перейти эту грань. Вы меня слышите? Нет? Вы меня послушайте? Вы меня слышите? Нет? Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. А это, кстати, Роман Сенцов, юрист отца. Человек, как он уверял, высоких моральных принципов, правда, очевидно, забыл об адвокатской этике. Как и ответчик, вел себя шумно, успокоить его смог только пристав. Что закон о СМИ? Вам законы не Что закон о СМИ? Позволяет что Вам снимать? не писаны законы? Сейчас маленький Даниэль живет с отцом. Мы снимали ребенка несколько месяцев назад, когда вся эта история только набирала обороты. Кого ты больше любишь? Папу или бабушку? Бабушку. Бабушку? Да, Тебе с кем лучше? с бабушкой. Остаться в будущем с кем лучше? С бабушкой. Представитель органов опеки тоже присутствовал на заседании. Специалисты предоставили акты осмотра жилища и отца мальчика, и его бабушки. Условия созданы, спальное место имеется, одежда имеется, игрушки имеются. Что там, как бы условия есть. Хороший ремонт и удобное спальное место – это, безусловно, хорошо. Но вот за моральное состояние ребенка бабушка всерьез переживает. Эту фотографию Галина Корнюшкина сделала, когда внук пришел к ней в гости украдкой. По-другому никак, папа не разрешает. На лице царапина. Даниэль рассказал, что отец ударил его за то, что он медленно ел. Нами направлены заявления, то есть очень серьезного характера, в правоохранительные органы. То есть об обоих, с представлением фотографий, то есть все это будет изучаться. С нашей стороны задача вызволить ребенка из просто вопиющей ситуации по причинению вреда и как здоровью, так и психоэмоциональному давлению. В декабре у Ажео Боржеша заканчивается виза. Галина Николаевна боится, что ее зять не придет на следующий судебный процесс. Он как раз назначен на 19 декабря. И увезет внука в Анголу. Ведь гражданство этой страны отец Даниэлю уже оформил. Михаил Ракицкий, Георгий Белецкий и Александр Шедевр. Новости 360. Вы их уже дали в коридоре суда. Всего доброго. Жительница Алданского района стала жертвой онлайн-аферистов в социальной сети. Женщина рассказала, что в Инстаграм увидела рекламу онлайн-магазина, где продавались подарочные наборы для мужчин по низким ценам. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юра, я тебя приветствую. Ну, расскажи, что было дальше. Да, Настя, здравствуй. Женщина заказала 4 набора и заплатила за них около 12 тысяч рублей. После того, как она оплатила, продавцы магазина просто перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов.
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту удара током 8-летнего мальчика. Это произошло в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая получение электротравмы малолетним ребенком». По предварительным данным, вечером 18 октября этого года мальчик проезжал на велосипеде под проводами линии электропередач. Во время движения мальчик тронул правой рукой обвисший провод, который, вопреки правилам устройства электроустановок, находился на высоте менее 1,5 метров от поверхности льда озера. Впоследствии этого ребенок получил удар электротоком и был доставлен в хирургическое отделение Мегино-Кангаласской центральной районной больницы в состоянии травматического шока с электротравмой, электроожогом 2-3 степени пальцев правой кисти и левого бедра. В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. В отношении него медицинскими работниками проведено оперативное лечение. Однако для полного выздоровления его ожидает еще ряд операций. В Покровске следователи выясняют обстоятельства гибели 8-классника. Тело ребенка обнаружили в одном из заброшенных домов города. На данный момент известно, что мальчик вышел гулять в субботу вечером с друзьями и не вернулся домой. В воскресенье начались поиски, и после обеда тело подростка обнаружили в доме по улице Глухой переулок. Мальчику было 14 лет, он учился в одной из покровских школ, был старшим ребенком в семье, у него остались младший брат и сестренка. Семья мальчика состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении. По факту смерти несовершеннолетнего на сегодня уже установлено, что несовершеннолетний умер от переохлаждения. Также установлено, что до этого группа несовершеннолетних употребляла алкогольные напитки. Данные алкогольные напитки – это 2 бутылки водки и бутылка пива была куплена совершеннолетним гражданином, в отношении которого возбужден административный протокол. Также на родителей несовершеннолетних, которые были в одной компании, составлены тоже административные протокола. Доверчивость сыграла злую шутку с жительницей Якутска. Доверившись, она лишилась большегрузной машины стоимостью около 2 миллионов рублей. По факту присвоения спецавтотехники возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявительница на протяжении нескольких лет сотрудничала с 52-летним водителем. Между ними сложились хорошие деловые отношения. Водитель длительное время представлял ее интересы в различных инстанциях, обслуживал поступающие заказы на услуги спецтехники. И все это время никаких замечаний со стороны владельца автотехники не было. В какой-то момент женщина, доверившись и чтобы упростить различные обязательные процедуры, оформила на водителя доверенность. С этого момента хорошим деловым отношениям между партнерами наступил конец. Работник, воспользовавшись ситуацией, переоформил машину на свое имя и перестал нуждаться в своем работодателе. Следком начал проверку по сообщению СМИ о смерти в республиканской больнице пожилого пациента, доставленного из частного пансионата. По изложенным данным, со 2 ноября этого года мужчина являлся пациентом частного пансионата. В связи с ухудшением состояния 13 ноября он был доставлен в медицинское учреждение в крайней степени истощения и тем же вечером скончался. В рамках проверки будут изучены все обстоятельства, приведшие к смерти мужчины. Назначены экспертизы, которые установят наличие либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями персонала учреждений и смертью мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полицейские в Якутске раскрыли дело о грабеже. На пульт оператора 02 обратилась местная жительница и рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у нее дорогостоящий смартфон стоимостью около 50 тысяч рублей. Выяснилось, что пьяный мужчина находился поздно ночью в подъезде одного из жилых домов. Увидев потерпевшую, он попросил ее вызвать такси, после чего вырвал телефон из рук женщины и скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Он сдал украденный гаджет в один из ломбардов города за 10 тысяч рублей. А на вырученные деньги продолжил пьянку. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Настя, на этом у меня все новости. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юрий, я тебя благодарю. Я напомню о происшествиях, которые произошли в республике и за ее пределами, нам рассказал Юрий Осипов.
У социальной столовой Якутска закончилось финансирование. Это единственная организация в Якутске, которая помогает жителям города, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Наш корреспондент Полина Долинская посетила столовую и пообщалась с посетителями и владелицей. Полина, расскажи более подробно о работе столовой, кто ее посещает. Здравствуй, Анастасия. Сегодня мы посетили социальную столовую, которая располагается в здании кафе «Графский берег». Предприниматель Ирина Гузова, которая является владельцей кафе, на добровольных началах в 2017 году открыла данный социальный проект. Основная его категория, которая посетители, это граждане, жители города Якутска, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, находятся в трудной жизненной ситуации. Это и инвалиды, это многодетные семьи, это ветераны войны, а также одинокие пенсионеры, ну и, конечно же, те, кто пострадал от стихийных бедствий, таких как пожары и наводнения. Несмотря на то, что такой социальный проект очень важен для нашей республики, для нашей Якутии, и работать он должен как минимум хотя бы 6 раз в неделю, он работает всего лишь 3 раза: вторник, четверг и субботу с 12 до 16 часов. Каждый посетитель получает полноценный обед, который состоит из горячего. Также второе блюдо подается. Подается обязательно салат из свежих овощей, чай с молоком, хлеб в неограниченном количестве. И дополнительно выдаются какие-то хлебобулочные изделия, пирожки, также и стряпня. Кроме того, что Ирина Борисовна всегда самостоятельно помогает и встречает каждого посетителя. Она всегда пожелает ему приятного аппетита, поговорит с ним, спросит о его делах, поинтересуется его какими-то проблемами. При этом она еще и считает, что самое главное – это, конечно же, организовывать досуг. И перед началом мы с ней пообщались. Ирина Борисовна рассказала, что же она готовит в преддверии Нового года, какой праздник ожидает посетителей. Предлагаю послушать. Елка новогодняя с подарками, с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с концертом, с праздничными столами. Обязательно делаем рождественскую елку. Это 7 января. Для детей из многодетных семей и детей-инвалидов. Для них тоже подарки, концерты. Как-то у нас тут собачки даже им выступали. Люди откликаются как бы. Вот пока 2 праздника ближайшие. Ирина Борисовна обязательно считает, что кроме того, что она вкладывает свои личные средства, она также участвует в таких социальных проектах, как народный бюджет, подает заявки на участие в грантах, но этих денег все равно не хватает. И она как может старается справляться с этим и, конечно же, привлекать каким-то дополнительным образом общественность, чтобы они заинтересовались этой и оказали какую-то поддержку. На этом у меня все. Анастасия, вам слово. Да, Полина, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Полина Долинская. На севере Испании продлен уровень оранжевой опасности из-за снегопадов. Многие трассы заблокированы, ряд населенных пунктов остались без света, рассказывает Артем Сторонов. Оранжевый уровень опасности сохраняется из-за сильных снегопадов в регионе Астурия на севере Испании. В результате сильных бурь здесь оказались заблокированы дороги. Многие населенные пункты остались без электричества. Снегопады на севере Испании начались в четверг и шли без перерыва 2 суток. Помимо Астурии, сильно пострадал регион Галисия. Местные жители оказались не готовы к удару стихии. Это просто позор, что в 2019 году мы оказались без света и дорожного сообщения, как 60 лет назад. Мы покупаем генераторы, а еще запасаемся хлебом и замороженными продуктами. Остаются закрытыми для посетителей озера Ковадонга в национальном парке Пикос де Европа. Здесь сохраняется высокая опасность схода лавин. 1,5 века Суэцкому каналу. В воскресенье Египет отпраздновал 150-летие водной артерии, соединяющей Среднеземное и Красное моря. Самый короткий маршрут из Индийского океана в Атлантический и обратно был открыт 17 ноября 1869 года. Подробности у Анастасии Дмитриевой.
150 лет и 136 миллиардов долларов. Такую прибыль со дня своего основания принес Египту Суэцкий канал. Власти страны в воскресенье отпраздновали важную дату. В торжествах приняли участие представители правительства, дипломаты, в том числе послы Франции и Панамы. Кратчайший морской путь между Европой и Азией является одним из основных источников иностранной валюты в казну Египта. По словам чиновников, с момента открытия 17 ноября 1869 года по водной артерии прошли 1 300 000 судов. По данным главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабии, в 2018-2019 финансовом году канал пересекли почти 19 000 судов, что увеличило бюджет страны на 6 миллиардов долларов. На Суэцкий канал приходится примерно 9% всего мирового торгового судоходства. Он также считается основным путем для международной транспортировки по воде с востока на запад и наоборот. Сегодня, когда мы празднуем эту важную дату, которая дорога каждому египтянину, мы с гордостью вспоминаем прошлое, двигаясь к настоящему и будущему. Египет в 2014 году при президенте Абделе Фатахе ас-Сиси начал расширение Суэцкого канала. Строительство второго русла длиной 37 километров обошлось примерно в 8 миллиардов долларов. Проект был призван возродить экономику страны, ослабленную народным восстанием 2011 года, в результате которого был свергнут многолетний лидер государства Хосни Мубарак. Некоторые критики назвали инициативы военного правительства ас-Сиси, в том числе расширение Суэца, пустой тратой денег. Однако дублер был построен за год. Он удвоил пропускную способность канала за счет возможности судам одновременно проходить во встречных направлениях по старому и новому руслам. Маленькая книжечка, одна из 6 написанных британской писательницей 19 века Шарлоттой Бронте, когда ей было 14 лет, продана на аукционе в Париже за 780 000 евро. Крошечные рукописи Шарлотта создавала для своих игрушек, которые населяли выдуманный ею стеклянный город. Счастливый день для поклонников творчества Шарлотты Бронте. Миниатюрная книга, созданная писательницей в юные годы, куплена на аукционе в Париже в понедельник за 780 000 евро. Обладателем лота стал музей сестер Бронте, который основан в их доме детства в деревне Ховард, графство Уэст-Йоркшир. Деньги удалось собрать за счет пожертвований. После того, как актриса Джуди Денч, почетный президент Союза Бронте, призвала общественность помочь вернуть крошечный том домой. Музею перечислили почти на 85 000 фунтов больше желаемой суммы. Купленный экземпляр пополнил серию, которая состоит из 6 книжечек, написанных Бронте в 1830 году в возрасте 14 лет. Неопубликованная рукопись размером со спичечный коробок состоит из истории стеклянного города, воображаемого мира, придуманного Шарлоттой и ее сестрами Эмили и Энн. Манускрипт, в который поместились более 4000 слов на листах, вшитых в коричневый бумажный переплет, ранее выставлялся на аукцион только один раз, в 2011 году. Но тогда экспонат ускользнул в частную коллекцию. Хранители музея ждали новой возможности 8 лет. Я будто слышал восторженные возгласы, доносившиеся из самого Ховарда. Они уже второй раз пытаются купить эту рукопись. Первая попытка потерпела неудачу в 2011 году, когда манускрипт был куплен, и их коллекция оказалась неполной. И вот, наконец, можно принести книжечку домой. Для них сейчас великий момент. Шарлотта была старшей сестрой выдающейся литературной семье Бронте. Писательница, из-под пера которой вышли такие романы, как «Джейн Эйр» и «Городок», умерла в 1855 году. 8 лет и больше 1 миллиона рублей потратил плотник из китайского города Кайюань на свою мечту – спортивный «Мерседес». Копию ретро-автомобиля «Мерседес-Бенц 500К» из дерева он собрал сам. Получилось один в один, только спорткар пока разгоняется не больше 90 км в час и в этом уступает железному оригиналу. Деревянный конь почти полностью выполнен из 4 разных пород дерева: палисандра, красного палисандра, из дерева колючей изгороди и из дерева дзинь. Пока доступны не все функции машины, но я работаю над этим, не покладая рук. Сначала я несколько лет делал на заказ деревянные велосипеды. Так я и накопил начальный капитал для деревянной спортивной машины. Это были мировые новости на Якутии 24.
Собрать и разобрать автомат, снарядить патронами магазин, перевязать раненого и проявить меткость в стрельбе. И все это делают девочки. В Якутске на базе ОМОН проходят военно-патриотические соревнования милосердия, участие в которых принимают старшеклассники. На месте находится мой коллега Александр Хавренко. Саша, привет. Ну, как получается у девушек? Приветствую, Настя. Да, как это ни странно, но такими вроде бы не совсем девчачьими занятиями, как сборка-разборка автоматов, снаряжение магазина, занимаются именно девочки. Но при всем при этом видно, что девочкам это прям нравится. Они прям испытывают удовольствие от этих занятий. Хотя в этих соревнованиях есть и довольно-таки женские вещи, как, например, перевязка раненого или пеленание младенцев. Соревнования милосердия проходят уже в 8-й раз. И их организовывают на базе ОМОН ДСАФ и Республиканский военный комиссариат. Вот с представителем военного комиссариата мы поговорили, и вот что он нам рассказал про эти соревнования. Ну, цели и задачи, во-первых, это военно-патриотическая работа, почему мы и в специальном подразделении находимся. Это, во-первых. Во-вторых, это необходимо для жизни. Мы вспомним эту девочку, которая в 3 года осталась жива, да, но она с собачкой. Но у нас цель не только подготовка к службе в армии, почему девчонки, да, они тоже служат, да. Но самое главное, это элементы выживаемости. У нас здесь уклон на медицинскую подготовку, а медицинская подготовка, она везде нужна будет. Соревнования в самом разгаре. Впереди у девочек еще будет эстафета, а после этого бойцы ОМОН приготовили им небольшой сюрприз. Для них будет демонстрация вооружения, которое есть у бойцов ОМОН. Девочки смогут посмотреть, потрогать, разобрать, собрать. Я думаю, что восторга у них будет не меньше, чем у любого из мальчишек, которого бы запустили сюда. На этом у меня все. Настя, тебе слово. Александр, спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Александр Хавренко. А мы передвигаемся дальше, переходим к новостям спорта. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев победили хорватский дуэт Ивана Додика и Николы Мектича в матче Кубка Дэвиса. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. Каков счет матча России и Хорватии и кто будет следующим соперником? Анастасия, здравствуй. Россияне выиграли эту матчевую встречу с общим счетом 3-0, ну а следующим соперником наших теннисистов будет сборная Испании. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российский дуэт в составе Карена Хачанова и Андрея Рублева одержал победу над хорватами Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Испании. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7-6, 6-4. Таким образом, россияне выиграли матч с испанцами с общим счетом 3-0. Ранее в одиночных встречах Карен Хачанов выиграл у Борны Чорича, а Данил Медведев оказался сильнее Борны Гои. Команда в следующем матче турнира россияне сыграют с испанцами. Встреча состоится сегодня. Футболисты сборной Италии одержали крупную победу над командой Армении в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 9-1. В составе победителей дубли оформили Чиро Иммобиле и Никола Дзаньола. По одному взятию ворот провели Никола Барьелла, Алессио Романьоли, Жоржиньо, Рикардо Арсолини и Федерико Кьеза. Единственный гол гостей забил Эдгар Бабаян. В турнирной таблице группы G итальянцы заняли первое место, набрав 30 очков из 30 возможных. Вторую путевку группы получила сборная Финляндии, финишировавшая второй, на ее счету 18 очков. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Сборная Ирландии и команда Дании сыграли в ничью. Швейцария одержала крупную победу на выезде над Гибралтаром 6-1. Испания на своем поле отправила 5 безответных мячей в ворота Румынии. Финляндия в гостях уступила Греции 2-1. Швеция в домашней игре со счетом 3-0 обыграла Фарерские острова. Норвегия одержала гостевую победу над Мальтой со счетом 2-1. И Лихтенштейн на домашней арене уступил Боснии и Герцеговине со счетом 3-0.
Женская сборная России по керлингу со счетом 7-3 победила команду Чехии в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге. Для россиянок эта победа стала 4-й на данном турнире. Ранее они обыграли сборные Эстонии, Германии и Дании, а также уступили команде Швейцарии. В матче 6-го тура российские керлингистки встретятся с представительницами Латвии. Встреча пройдет сегодня. Отмечу, что на этом турнире будут разыграны 7 путевок на чемпионат мира, который пройдет в Канаде в марте следующего года. Череповецкая «Северсталь» в овертайме выиграла у ЦСКА со счетом 2-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Марковин. У армейцев отличился Кирилл Капризов. Благодаря этой победе «Северсталь» прервала безвыигрышную серию в лиге, которая составила 11 матчей. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, имея в активе 40 очков. «Северсталь» идет на 10-й позиции, набрав 24 пункта. В следующем матче армейцы встретятся в гостях с подольским «Витязем», а «Северсталь» сыграет на выезде с Сочи. Обе встречи пройдут 20 ноября. Якутянка Алена Дмитриева в составе сборной России стала серебряной призеркой международного турнира по волейболу «Сидя». Соревнования прошли в Токио. В предварительной части турнира россиянки одержали по 2 победы над соперницами из Японии и Украины, а также дважды уступили представительницам США. В финале турнира россиянки вновь встретились с американками. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу американской сборной. Бронзовые медали завоевала команда Японии, переигравшая в 3 партиях украинских спортсменок. Якутянка Юлия Аман завоевала золотую медаль на первенстве России по дзюдо среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Красноярске. Студентка училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева выступала в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке Аман одержала победу над Элиной Саитовой из Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, сборная команда Якутии завершила соревнования, имея в активе 2 золотые медали. Ранее награду высшей пробы завоевала Аина Моисеева, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, тебе слово. Власий, большое спасибо за информацию. А я напомню, это был наш спортивный обозреватель Власий Сергеев. 3-е место на международном конкурсе, прошедшем в Санкт-Петербурге, занял алданский ансамбль балалаечников «Баланс». Сейчас с артистами ансамбля, входящего в состав Государственного концертного оркестра Якутии, беседуют наши корреспонденты. И на связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую тебя. Какими впечатлениями делятся музыканты? Анастасия, добрый день. Победы вдохновляют на новые свершения, говорят музыканты ансамбля «Баланс». В конце октября музыканты побывали в Санкт-Петербурге, где приняли участие в 6-м международном конкурсе «Терем Кроссовер-2019» и заняли 3-е место. Единство стиля в исполнении музыки, артистизм, алданские музыканты покорили сердца как слушателей, так и жюри, сказал художественный руководитель коллектива Дмитрий Швецов. Конкурс был большой, конкурс давно ждали, конкурс очень разноплавный по составу участников, так сказать, по составу ансамбля. То есть нету ограничений по инструментам, какие всевозможные инструменты. Было только по ограничению по количеству. От 3 до 8 человек состав участников. Все остальное не имеет значения, возрастных ограничений нету, так что это конкурс как раз для тех, кто хочет себя проявить, независимость от разных качеств. Да. Ансамбль «Баланс» образовался без малого 1,5 десятка лет назад. Артисты Государственного концертного оркестра Якутии, играющие на народных инструментах, решили вместе творить. Сейчас у ребят очередная репетиция. Через 2 дня Государственный концертный оркестр Якутии отметит 28-летие, сказала нам до начала репетиции директор оркестра Юлия Швецова. 21 ноября 1991 года состоялось знаменательное событие не только для культурной жизни Алданского района, но и для республики и в целом для нашей страны, потому что был рожден вот этот замечательный коллектив. Основателем, художественным руководителем, главным дирижером бессменным является заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Наталья Владимировна Басалева. И вот 28 лет нам исполнится в четверг, и мы решили день в день делать концерт, который пройдет в нашем маленьком
вокзале, но который уже тропа протоптана нашими любимыми слушателями, зрителями. И мы очень ждем встречи с нашими зрителями, теми, кто нас очень любит и не пропускает наши концерты никогда. Как обычно, в свой день рождения Государственный концертный оркестр Якутии даст грандиозный концерт. Богатый репертуар, сложившиеся музыкальные традиции и тысячи поклонников, как в Якутии, так в России и за рубежом. Анастасия. Татьяна, большое спасибо за информацию. На прямой связи со студией была наш корреспондент из Алдана Татьяна Вахнина. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 29 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, давление 705 миллиметров ртутного столба. В Ленске немного теплее, 28 градусов ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты и вовсе минус 31, ветер 2 метра в секунду, давление 730 миллиметров ртутного столба. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 27. Ветер в порывах до 3 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 23 градуса со знаком минус, ветер 2 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.